Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. И сегодня мы покажем момент столкновения питбайка и кроссовера в Челнах. Пострадали 2 человека, ехавших на мотоцикле. Расскажем о крупной аварии на мосту «Миллениум» в Казани. Передо мной машина перестроилась, ехала передо мной. Она перестроилась, я не успел перестроиться. Ауди опрокинулась на крышу после столкновения с БМВ. А также, зачем мужчина угрожал ножом сотруднику салона сотовой связи. И задержание подозреваемого в распространении наркотиков. В данной коробке находится множество безопакетов, шприцы. Все это прямо сейчас. Парень и девушка, обоим по 18 лет, серьезно пострадали сегодня в результате столкновения питбайка и кроссовера «Хавейл» на пересечении проспекта Раиса Беляева и улицы Раскольникова в Челнах. Авария произошла в 16:20. Момент удара был зафиксирован камерой видеонаблюдения. По словам очевидцев, у обоих пострадавших переломы. Девушка была без сознания. Их госпитализировали. Питбайк разорвал на части. Серьезные повреждения получил и автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства аварии. Авария с участием автомобиля и мотоцикла была и в Казани. Они столкнулись вечером на улице Сахарова. Люди в ДТП не пострадали, но технике, особенно двухколесной, был причинен значительный ущерб. Как установили автоинспекторы, автомобилист двигался в направлении улицы Глушко. И вдруг, невзирая на правила и встречный транспорт, стал разворачиваться через двойную сплошную. В этот момент в правый бок автомобиля и врезался байк. После оформления аварии машина смогла уехать своим ходом, а вот мотоцикл пришлось увозить на прицепе. Автомобильный затор в несколько километров из центра Казани в сторону Новосавиновского района возник в вечерний час пик из-за крупной аварии на мосту «Миллениум». Там 20-летний водитель кроссовера «Ауди», пытаясь объехать машину, перестроился на полосу для общественного транспорта. В это время там ехал автомобиль БМВ. Скорость у него была куда меньше, чем у «Ауди». Удар был настолько сильный, что у кроссовера вырвало переднее колесо. Оно застряло в седане, после чего автомобиль предполагаемого виновника отбросило в левый ряд, и он лег на крышу. Одного водителя госпитализировали, второй остался на месте аварии. Ехал я по автобусу, он стоит, я передо мной машина перестроилась, ехала передо мной. Она перестроилась, я не успел перестроиться. Водитель «Ауди» в этой аварии отделался испугом и небольшими ушибами. Врачи скорой помощи его осмотрели. Серьезных травм у 20-летнего молодого человека не обнаружили. В госпитализации он не нуждался. А вот 28-летнего водителя БМВ увезли в больницу. Девушка-пассажир легковушки не пострадала. Водитель там, не знаю, что у него, перелом носа. Такой, не знаю. Молодой человек рассказывает, ехал из центра в сторону Новосавиновского района. Скорость, говорит, была не больше, чем у других. Препятствие в виде БМВ возникло перед ним неожиданно. Я ехал со скоростью потока, сколько ей, 80, наверное, 70-80. Ну и плюс там оттормаживался, ковырялся, не знаю, сколько ехал. Он то ли стоял, то ли очень-очень медленно ехал. Километров 5 в час. Говорит, сначала он ехал по средней полосе, но перед ним резко перестроился автомобиль, несмотря на то, что такие маневры в этом месте запрещены. Ему не оставалось ничего другого, как сделать то же самое и сместиться на автобусную полосу. Там в этот момент двигалась БМВ. Легковушку он увидел в самый последний момент. Остановиться уже не успевал. Машина-то очень медленно двигалась, вот не у обочины, а по полосе. То есть, или 5 км в час ехал, или вообще стояла. Я сейчас не могу сказать. И все. То есть водитель только остановился, как он говорит, только остановился, чтобы осмотреть, что у него там с машиной произошло. Только остановился, чтобы выйти, сейчас прямо перед нами, и вот я его я вот его здесь зацепил, и от руления, видимо, вот ушел туда. У кроссовера оторвало колесо, оно застряло в седане. «Ауди» отбросило в левый ряд, автомобиль остановился уже на крыше. Из салона молодому человеку помогли выбраться очевидцы аварии. Виновным в происшествии, вероятно, будет признан водитель кроссовера. По предварительным выводам автоинспекторов, именно он не выбрал безопасную скорость и дистанцию до попутной машины. Есть ли смысл восстанавливать семейный автомобиль, он не знает. Но если страховых выплат не хватит на ремонт БМВ, то разницу, вероятно, предстоит доплатить также из семейного бюджета. К слову, легковушку ее водитель взял в аренду. И все дальнейшие заботы по восстановлению машины станут теперь заботой каршеринговой компании. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин. Вызов 112.
Всего за минувшие сутки в Казани произошло 181 ДТП. Пострадали 4 человека. Задержаны 11 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. У 4 водителей не было прав. Ножом угрожал сотрудникам нетрезвый посетитель салона сотовой связи на улице Максимова. Он пришел вечером перед закрытием. И поведение, и внешний вид говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. В какой-то момент посетитель достал нож и стал не то чтобы угрожать, но недвусмысленно демонстрировать его продавцу. При этом ничего не требовал. Сотрудник салона нажал на кнопку тревожной сигнализации и позвонил в полицию. Мужчину задержали, а нож изъяли. Но и сидя в патрульном автомобиле, он не успокаивался, а пытался разнести его изнутри. В отдел полиции авиастроительной поступило сообщение о том, что в один из салонов сотовой связи по улице Максимова зашел неизвестный, который продемонстрировал нож. 33-летний мужчина был задержан, а нож изъят. В отношении него был составлен административный материал по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Мелкое хулиганство». В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прямо во время раскладки наркотиков в тайнике в Приволжском районе Казани полицейские задержали 33-летнего мужчину. У оперативников была информация о его причастности к распространению запрещенных веществ. И задержание мужчины было не случайным. При нем действительно обнаружили свертки с неизвестными веществами, весы и все, что нужно для упаковки. Что за вещества в свертках, мужчина не знал, но подозревал, что это наркотики. Какие именно, чуть позже установила экспертиза. Перед началом личного досмотра вам задается вопрос: имеется ли при вас что-нибудь запрещенного в гражданском обороте? Оружие, наркотики, вещи ценности, добыты преступным путем? Да, имеется. Что? Наркотики. Он уже был судим за наркопреступление и знал, что-то пытаться скрыть в данной ситуации совершенно бессмысленно. У оперативников была информация, что 33-летний житель Казани может быть причастен к распространению запрещенных веществ. Его задержание было не случайным. Знаю только про один. Что это? Гашиш. Еще что? Все остальное не знаю. Ну что еще у вас есть? Свертки. Свертки. Где они находятся? В кармане. Какого цвета? Не знаю, синие вроде. Коробка, которую мужчина так бережно держал под мышкой, также была непроста. Там было все для развешивания веществ на мелкие партии и дальнейшей их упаковки. В данной коробке находится. Так, вещество. Хорошо. Множество изопакетов, шприцы, еще таблеточки. Из кармана, на который и указал задержанный, при понятых изъяли свертки, обмотанные синей изолентой. Но это было не все. Товарищ, ты смотришь? Да. Коричневое комкообразное вещество. Раз, два, три, четыре, пять. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили, изъяли у задержанного 5 свертков с неизвестным веществом и коробку, где находились весы, упаковочные материалы для фасовки запрещенного товара. В машине, на которой передвигался задержанный, оперативники обнаружили еще 3 аналогичных свертка. Все изъятое отправили на экспертизу. По результатам экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами метадон, мефедрон и гашиш. Таким образом, полицейскими из незаконного оборота изъято более 60 граммов наркотиков. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Если его вина будет доказана, снова на свободе мужчина может оказаться через 1,5 десятка лет. Сирина Васильева, вызов 112. Родственники и полиция Казани третьи сутки ищут Анастасию Александровну Алексееву. О местонахождении женщины ничего не известно 6 октября. Она нуждается в медицинской помощи. В последний раз Анастасию видели на остановке рядом с РКБ, между улицами Баке-Урманчи и Гореева. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Была одета в светло-бежевый велюровый костюм с капюшоном, на ногах белые кроссовки с розовыми вставками. С собой у нее была черная спортивная сумка. Прямой телефон сотрудника полиции, который занимается ее розыском, указан на экране. Звонка от тех, кто что-либо знает о ее местонахождении, ждут также по телефону 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.